Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова. С рабочим визитом в регион прибыли федеральные чиновники, их встретили официальные лица региона. Визит гостей имеет ознакомительный характер, подведение первых итогов работы регионального фонда. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Турпал Алита Айсумов с места событий. Федеральные гости прибыли с ответственной миссией. Члены правительства Чеченской Республики встретили коллег в аэропорту имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Главная цель визита – это ознакомление с деятельностью региональных отделений Пенсионного, Социального фонда и не только. В ходе встречи руководитель администрации главы и правительства субъекта Галас Таймасханов сообщил о результатах работы, имеющихся на данный момент. Контроль держит вопросы социального характера, кроме того, что в республике действует фонд имени Ахмата Хаджикадырова, акцент делается все-таки на государственных социальных выплатах. Кроме этого, наши организации, ведомства, они плотно взаимодействуют с нашими органами исполнительной власти. Создается, как я уже подчеркнул, инфраструктура. В последнее время пилотный проект оказания всех госуслуг на базе пенсионного фонда очень себя хорошо зарекомендовал. Хотелось бы, чтобы чеченское отделение социального фонда стало базисным по всему Северокавказскому региону. Со своей стороны, наша республика, Чеченская республика, готова создать все условия в плане выделения земельных участков, поддержки, в плане подготовки кадров, обеспечения деятельности социального фонда. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов восхитился тем, что жители региона получают всевозможные выплаты и прочую поддержку без каких-либо жалоб и трудностей. Это важно. Это показывает то, что преемственность одного и второго фонда произошла нормально, хорошо. Для нас крайне важно, потому что когда в Думе закон проходил, там было жесткое требование обеспечить весь процесс безболезненно. Ну и главное, конечно, чтобы наше население России, население республики почувствовало от этого только улучшение. Мы исходим из того, что все необходимые ресурсы есть для этого. С точки зрения расходной части бюджета мы знаем, что в полном объеме выплатами обеспечена республика с точки зрения, в первую очередь, я говорю сейчас ресурсов, которые необходимы для выплаты пенсий, пособий. Важная тема – детские пособия. Это совсем то, что с 1 января реализуется. Знаем, что у вас действительно без сбоев, все выплаты идут. Для нас это крайне важно. Аналогичное мнение об успехах региона в ряде направлений выразил председатель Фонда пенсионного и социального страхования страны Сергей Черков. Среди пилотных проектов, которые будут реализованы в Чеченской Республике, есть, к примеру, повышение эффективности обслуживания клиентов в оказании государственных и муниципальных услугах, а также проект централизации выплатных дел по пенсионному и социальному страхованию. Я вижу огромную поддержку со стороны республики, это очень важно. Такая поддержка и такой опыт, который есть у нашего отделения, дает ему возможность и право фактически, и обязанность, по большому счету, участвовать во всех пилотных проектах, которые проводятся в фонде. Потому что мы стараемся очень много всяких проектов проводить, которые направлены на улучшение или обслуживание граждан, или, соответственно, придумываем какие-то новые идеи, связанные с обеспечением граждан. В целом скажу, что у нас, конечно, республика на отличном счету, по всем показателям лидером является. Те самые, знаете, KPI, я думаю, они у вас тоже у всех есть, поэтому здесь у нас как раз отделение лидер по всем параметрам. И у нас в этом году была важнейшая функция, новая функция фонда, это единое пособие для семей с детками, да, учитывая, слава богу, демографическую радость республики, здесь еще сложнее было ему, но он справился, всем назначил выплаты, как положено, в срок установил, поэтому будем всячески помогать. Здесь же собравшиеся подписали соглашение о тесном взаимодействии. Далее указом главы региона Рамзана Кадырова гостей наградили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой. Завершилась встреча общей фотографией. Теперь сотрудничество между федеральным центром и региональным управлением принесет еще больше благ и успехов. Далее гости познакомятся непосредственно с работой и результатами отделений социального фонда субъекта. Турпал Алита Айсумов и Магомед Басаев. Вести. Чеченская Республика. Далее делегация посетила отделение Фонда пенсионного и социального страхования республики. Обсудили объем проделанной работы с начала года. Тут же были представлены новые проекты, которые способствуют улучшению качества обслуживания клиентов, а также отмечены успехи региональных специалистов. Подробнее в сюжете Рамзана Абуева.
По прибытию в отделение фонда пенсионного и социального страхования России по республике управляющий Мохмад Эми Ахмадов провел обзорную экскурсию для гостей. Здесь созданы комфортные условия для работников и клиентов. Комната психологической разгрузки, отдел дистанционного обслуживания клиентов, зона консультаций граждан. Консультирует, к кому обратиться, у нас несколько окошек всем скрывает. Если бывает какой-то сложный вопрос, который один сложный ответ, они профильного управления зовут туда. Все управления у нас расположены на этой территории. В принципе, в шаговой доступности в течение минуты любой специалист подходит и качественно обслуживает. Но мы дальше уже свой разбор полета. Уже на встрече с сотрудниками отделения фонда заместитель министра труда и занятости страны Андрей Путов отметил огромную работу, выполненную сотрудниками региональной структуры по организации новых ежемесячных выплат. В субъекте единое пособие получают 460 тысяч детей. Лица министерства вас благодарить за это, руководителя Александровича, за то, что смог организовать коллективную эту большую работу. Тем более, что это большая работа, это большой проект. Ведь в России уже более 9 миллионов детишек получают такое пособие, более 300 тысяч беременных мам тоже получают пособие, которое реализуется с 1 января. Вы еще смогли обеспечить процесс реорганизации. Это тоже важная задача. И нам крайне важно было сделать так, чтобы все произошло без сбоев, чтобы люди почувствовали только улучшение. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования России Сергей Чирков провел презентацию с первыми итогами объединения двух фондов. Туда входит оптимизация и сокращение расходов на содержание помещений. Страхователи предоставляют единую форму отчетности. Вместе с тем Чеченская республика входит в 10 лучших региональных отделений по показателям результативности деятельности. Индекс лояльности потребителей к госуслугам у нас выше на 4% от среднего показателя по стране. Я, в принципе, не сомневался, что у вас в республике все пройдет идеально, учитывая статус отделения, авторитет руководства и ваши способности. Поэтому это отдельная благодарность, отдельное спасибо вам за ту работу, которую мы проводили по объединению фондов. Теперь, я думаю, уже и никто не помнит, что когда-то было два фонда. Да? Социальный фонд, пенсионный фонд, с историей нашего вопроса, как вот получилось, и слава Богу. Начальник управления делами Хеди Бетимирова презентовала пилотный проект, в котором региональное отделение является единственным участником. Он заключается в создании централизованного архива выплатных дел по пенсионному и социальному страхованию. Вот глобальная цель пилотного проекта в чем? Ну, естественно, она в создании централизованного архива хранилища, то есть поднятие, транспортировка всех бумажных дел, которые имеются в клиентских службах, на уровень отделения. И обеспечение понятного, единого, технического и функционального их хранения, учета, формирования. То есть сначала у нас параллельно идут два процесса. Мы физически переносим дела, смотрим, как функционально обеспечить обработку этих дел, и дополнительно формируем свои предложения в изменении нормативных актов. Как сказал Сергей Александрович, мы стремимся к тому, чтобы у нас все-таки было единое выплатное дело. Пока что наша разработка именно нормативных предложений у нас находится в процессе, потому что мы стараемся очень аккуратно к этому моменту подходить. Второй пилотный проект заключается в организации предоставления услуг МФЦ на базе структурных подразделений регионального отделения. Его преимущество – это возможность подать заявление на все соцвыплаты в одном месте, предоставление мер поддержки в электронном виде. С 21 августа текущего года, когда и был начат прием заявлений, их число составляет порядка 800. Да, у отделения имеется 19 офисов клиентского обслуживания, 208 окон предоставления государственных услуг. Все государственные услуги предоставляются как в электронном, так и в письменном виде. По состоянию на сентябрь 2023 года процент предоставления государственных услуг в электронном виде составляет 93%. Здание клиентских служб имеет отдельный вход, место для парковки, пандус для входа инвалидов и на инвалидных креслах. Также в каждом офисе клиентской службы имеется климат-система, единый график работы, остановка общественного транспорта. И все клиентские службы преимущественно у нас осуществляют прием на первом этаже.
Представители делегации отметили актуальность представленных проектов и пожелали успехов исполнения. Отличившихся сотрудников наградили благодарственными письмами от председателя Фонда пенсионного и социального страхования России за особые трудовые достижения. Ритм нашей жизни ускоряется, мир становится все более мобильным. Часто граждане просто не успевают решать все накопившиеся вопросы, не хватает времени. А внедрение электронных сервисов как раз и призвано облегчить существующий порядок обращения в государственные организации. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Также делегация посетила клиентскую службу Социального фонда России по Чеченской Республике в Шалинском районе. Для гостей провели экскурсию. Как известно, фонд оказывает широкий объем государственных услуг в области социального обеспечения. Для удобства граждан в здании размещен многофункциональный центр, который позволяет получить весь спектр услуг в одной локации. Регион стал первым в стране, внедрившим этот уникальный опыт по взаимодействию с МФЦ. Федеральные чиновники отметили высокий профессионализм работу сотрудников. Хотел бы вас всех поблагодарить за ту большую работу, которую вы в ежедневном режиме делаете. Она незаметная, кропотливая, но крайне важная. И вот то, что мы сегодня видим на примере отделения, на примере вот конкретной клиентской службы, где вот сейчас реализуется пилотный проект, где совместно с МФЦ работа идет, а точнее на базе нашего отделения по Чеченской Республике, в том числе осуществляется выполнение функционала, присущего МФЦ. Это говорит только о одном, что все эти движения, вектор движения идет как раз для людей. Поэтому я выражаю признательность руководству республики. Здесь же региональным чиновникам и отличившимся сотрудникам вручили благодарственные грамоты. Чеченская Республика примет участие в международной выставке «Форум Россия», которая пройдет в Москве на территории ВДНХ. В рамках подготовки проведено 2 заседания Республиканского оргкомитета, совещания и рабочие встречи с представителями профильных министерств и ведомств республики. Уже разработан проект дизайн макета выставочного стенда региона. Экспозиция визуально отразит национальный дух чеченцев. Также запланированы отдельные культурные мероприятия, которые проведут в течение всего периода участия в выставке. Для Чеченской Республики основной задачей является продемонстрировать основные достижения региона за последнее время, вызвать интерес у участников выставки, желание посетить республику в туристических, познавательных целях. Для этого подготовлена обширная программа. На стенде Чеченской Республики есть стационарные, интерактивные зоны. Например, национальная одежда, предметы быта, экипировка, оружие, какие-то другие предметы старины и современности, которые вызовут интерес у посетителей стенда Чеченской Республики. Интерактивная зона будет представлена большим экраном, на котором будут транслироваться видеоматериалы. Урок цифровой грамотности провели для школьников математической школы номер 1 города Грозного. Школьники узнали, что такое электронные платежи, как распознать мошенников и интернете, почему важно обладать навыками цифровой грамотности и делиться этим знаниями. С близкими учащиеся также смогли задать интересующие их вопросы. До конца года в школах проведут еще 3 таких урока. Цифровая грамотность – это умение работать с информацией, что позволит школьникам сформировать базовые компетенции и научиться ориентироваться в мире информации, не забывая свою голову бесполезными данными. Я надеюсь, что знания, полученные в ходе данного урока, позволят ребятам предостеречь себя и своих близких от участившихся случаев мошенничества в сети. 7 сентября у подписчиков медиаплатформы «Смотрим» появилась возможность получить доступ к премьерному многосерийному фильму «Лихорадка». Это шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. Героям придется не только бороться за свое дело и любовь, но и вычислять крота, проникшего в их ряды. Съемки фильма проходили в Москве, Туле, Крыму и Кении. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире!